предыдущий прямой эфир не получился. Предыдущий прямой эфир не получился в связи с техническими неполадками. Мы отправляем. Отправить? Вы уже подключены в прямом эфире. Азиз Васильевич. Виктор Владимирович. Только вас не видно. Вот, теперь видно. Угу. Нам, наверное, придется извиниться перед подписчиками за такую, в общем-то, технические неполадки, в связи с чем у нас не совсем, значит, должным образом получился диалог. Я не знаю, насколько, значит, было слышно наши ответы на предыдущие вопросы, поэтому, Виктор Владимирович, будем повторяться или будем ждать новые вопросы? Наверное, будем ждать вопросы. Если, надо напомнить, что прямой эфир посвящен правовым и научным основам организации озерно-товарных рыболовных хозяйств на территории Северного Казахстана. И если у пользователей, подписчиков есть вопросы, просим вас их задавать. Да, я тоже добавлю. Значит, до этого были вопросы, которые касались, значит, экологии водоемов, касались, значит, нормативно-правового обеспечения, вопросов, касающихся, значит, товарного рыболовства. Я тоже вкратце буквально повторюсь, может быть. Значит, о правовом нормативном обеспечении. На сегодняшний день, к сожалению, значит, похвалиться тем, что у нас очень хорошо отрегулированы вопросы товарного рыбоводства, не приходится. Дело в том, что эти вопросы, в общем-то, активно начали внедряться в жизнь в виде, значит, законодательного нормативного обеспечения совсем недавно. Вот. Поэтому, значит, стоит отметить, что новое министерство в лице Министерства экологии, геологии и природных ресурсов весьма активно сейчас продвигает программу развития именно аквакультуры в стране, что очень, в общем-то, отрадно и похвально. Для примера могу сказать, сейчас разрабатывается серьезная программа развития на долгосрочный период, включая до 30-й год. Сейчас разрабатывается, значит, с подачи нового министра, значит, и при поддержке правительства, значит, разработка идет закон об аквакультуре. Вот. Недавно, буквально в январе месяце, вышел закон, не закон, вернее, правила перевода рыбохозяйственных водоемов, ранее закрепленных для промыслового рыболовства, в разряд озерно-товарных. Этот документ особенно важен для региона Северного Казахстана, потому что на сегодняшний день, как я уже сказал, более 1500 водоемов в 3 областях Северного водоема, они все являются потенциальными, значит, озерно-товарными рыбоводными хозяйствами. Ввиду, значит, особенностей этих водоемов, то есть их подверженность, значит, периодическим заморам. Вот. В этой связи, значит, пользователи Северного Казахстана давно ждали этот документ, и поэтому мы надеемся, что в этом году начнется активная работа по, значит, переводу этих водоемов в разряд озерно-товарных. Вот. Хотел бы, пользуясь случаем, значит, сказать о том, что основой перевода этих водоемов в озерно-товарные хозяйства в первую очередь является разработка биологического обоснования. Это надо помнить. Дело в том, что, значит, это биологическое обоснование будет своеобразной настольной книгой для тех, кто будет заниматься, значит, озерно-товарным рыбоводным хозяйством. И, естественно, в этой связи, в этой ипостаси мы готовы, значит, оказать всемирную поддержку для тех людей, которые готовы свои водоемы перевести в разряд озерно-товарных. Виктор Владимирович, есть вопросы? Сейчас вроде сейчас не вижу вопросов.
Ну, там еще был вопрос по экологии водоемов. Ну, естественно, экологические требования непонятны. Водоем, который будет передан, он, естественно, должен быть в первую очередь, значит, как минимум сохранен в том виде, в котором он его получит. Не говоря уж о том, что он должен его, значит, прирастить новыми, значит, вещами, типа, значит, экология, чистота водоема, значит, проведение необходимых, значит, мелиоративных и других работ, по, значит, улучшению среды обитания, значит, водных гидробионтов. Естественно, планируя, значит, зарыблять эти водоемы определенными видами рыб, значит, которые имеют хозяйственную полезную ценность, значит, естественно, нужно будет учитывать и, как говорится, биологию этих видов рыб, значит, то, чем она питается, то, в какой воде живет и так далее, и так далее. Естественно, исходя из этого, требования к экологии водоемов, они понятны и ясны. Я так думаю, во всяком случае. Не вижу вопросов. Тоже не вижу вопросов. В предыдущем, не получившемся эфире, да, вот там был вопрос, как организовать озерно-товарное рыбоводное хозяйство. С чего начать, наверное, я так понимаю. Ну, я могу сказать, в принципе, для создания рыбоводного хозяйства нужно, естественно, выбрать сперва водоем. Это однозначно. Для того, чтобы его выбрать, естественно, нужны определенные, значит, рекомендации, значит, людей, которые в этом что-то смыслят. В частности, мы, значит, в соответствии с правилами подготовки, то есть перевода водоемов, там в качестве основы, значит, без наушников. Да, Алена позвонила. Убрать наушники. Естественно, выбрать водоемы придется, значит, для этого обращаться в научные организации. Нужны рекомендации научных сотрудников. Естественно, в этой связи, как я уже говорил, вот, те научные организации, которые имеют соответствующие квалификации, соответствующие аккредитации, значит, и, значит, как лаборатории, так и, значит, самой организации в форме, значит, на предмет выполнения, значит, научно-технических работ, они готовы предоставить, значит, биологическое обоснование. Кроме всего прочего, помимо, значит, выбора водоема, естественно, нужно будет определиться с видовым составом рыб, значит, которые планируется выращивать. Так, в одно ухо прикрою. Наушниками лучше было. Понятно, да? В общем, нужны научные рекомендации. Это касается и выбора водоемов, это касается видового состава, это касается многих вещей. Значит, естественно, человек, который собирается что-то выращивать, он должен знать и видовой состав, и темпы роста, и чем кормить, и как бы там, сюда, значит, весь комплекс вопросов, включая даже болезни рыб. Вот. Кормовая база должна быть определена. Вот. Я думаю, Виктор Владимирович лучше меня знает эти вопросы. Если есть какие-то детальные вопросы, то давайте мы... Что требуется для перевода водоема, ранее закрепленного в промысловых целях, в разряд ОТРХ? Пока только заявка. Пока только заявка. Если, значит, человек имеет водоем, который закреплен в промысловых целях, вот, он пишет заявку. Естественно, к этой заявке в соответствии там с требованиями есть, значит, требования, о котором я уже говорил. Это разработка, значит, биологического обоснования, вот, в котором научная организация должна будет обосновать необходимость
и целесообразность перевода этого водоема в разряд озерно-товарных хозяйств. Виктор Владимирович, я правильно говорю? Да, все совершенно верно. Биологическое обоснование и заявка в местный исполнительный орган, если водоем местного значения. Так, еще вопросы? Больше пока нет вопросов. Есть ли перспектива создания новых ОТРХ в Северном регионе? Очень хороший вопрос. Есть не только перспектива, есть просто прекрасные возможности. И вопрос касается не только водоемов, которые не закреплены, а их у нас почти 40%. Но есть еще, значит, прекрасная возможность перевести водоемы, которые ранее были, значит, закреплены в промысловых целях. И мы очень надеемся, что вот этот в январе, который вышел, значит, приказ об, значит, об утверждении правил перевода, сыграет свою большую роль, и мы в этом году начнем большую работу по переводу этих водоемов. Да, по-казахски можно. По площади водоема там вопрос, какой там добавил. Минимальный, максимальный. Виктор, слышишь? Уважаемые коллеги, подписчики, давайте поактивнее. У нас еще есть время, пусть небольшое, но мы готовы ответить еще на какие-то вопросы. Это вопрос опять. Есть ли какие-либо ограничения по площади водоемов? Минимальная и Да. максимальная? Уже в предыдущем эфире мы пытались ответить. Возможно, не все, так скажем, смогли нас услышать. Но вообще ограничение комитетом как бы условно установлено, по-моему, на 50 гектарах. От 50 гектаров и больше водоем. Хотя в состав УТРХ могут входить и более мелкие водоемы, но они будут предназначены не для товарного выращивания рыбы, а для подращивания, например, молоди рыбы, для выращивания сигалеток рыбы с целью последующего переселения в основной нагульный водоем. Я добавлю, значит, касательно, почему, значит, уполномоченный орган в программе именно отразил вот 50-гектарный, значит, как бы потолок, вернее, низовую планку. Оно, наверное, скорее всего, касалось вопросов субсидирования. Дело в том, что сама программа подразумевает большой комплекс мер государственной поддержки, значит, развития, в том числе товарного рыбоводства, в том числе в озерно-товарных рыбоводных хозяйствах. И поэтому, чтобы, значит, эти деньги, значит, субсидии на поддержку, значит, развития не расходились впустую, были определены определенные критерии. Вот. В частности, значит, по площади озерно-товарных рыбоводных хозяйств вот были установлены такие критерии. Вот вопрос. Какие виды рыб лучше выращивать в ОТРХ? Да. Ну, я могу сказать только за Северный Казахстан. Вообще у нас традиционно выращиваются сиговые и карп на севере Казахстана. Если брать скорость получения прибыли и минимальные риски, то выгоднее, конечно, выращивать сиговых, так как товарную рыбу можно получить уже всего лишь за один сезон, за лето. То есть здесь существует только один риск – летний замор. Но его можно исключить, подобрав правильный водоем с определенной глубиной, как бы, и избежать и этого риска. По сути дела, весной вы зарыбляете, осенью отлавливаете товарную рыбу и получаете прибыль определенную. Если брать товарное выращивание карпа, то здесь как минимум необходимо 2 года. То есть рыба должна будет перезимовать. Всем известно, что на севере Казахстана в основном это заморные
и замороопасные водоемы. В заморном водоеме вырастить карпа не получится. В замороопасном водоеме необходимо будет в зимний период отслеживать содержание растворенного в воде кислорода. И, возможно, придется проводить аэрацию. А это довольно-таки дорогостоящее удовольствие и как бы снизит в конечном итоге прибыль. Поэтому считаю, что самым, на мой взгляд, самым, так скажем, быстро окупаемым видом является пелить, выращенная в течение всего лишь навсего одного сезона. То есть, обобщая, можно сказать, что лучше всего выращивать рыбу в Северном Казахстане, рыб, которые, значит, достигают товарного веса в однолетнем режиме. Совершенно верно. Есть новые? Да, вот какие значения минерализации воды возможны для выращивания рыб? Ну, насколько мне известно, у нас используются водоемы с минерализацией воды до 14 грамм на литр. То есть до этого значения вполне возможно вырастить товарную рыбу сиговых. Нет, он на предыдущий вопрос отвечает. В садках можно выращивать? Есть это? Был такой вопрос. В садках можно выращивать? Виктор Владимирович, Да-да. говорят, там был вопрос, можно ли выращивать рыбу в садках? Конечно, можно выращивать рыбу в садках, однако пригодных водоемов на территории Северного Казахстана Очень крайне мало. Это лишь единицы, потому что к установке садков, например, для выращивания карпа, эта глубина водоема должна быть в месте установки не менее 4 метров. 3 метра сам садок и еще 1 метр должен оставаться под садком. Таких озер у нас очень мало. И что касается товарного выращивания, например, форели, то здесь глубина должна быть 6 метров. То есть 5 метров садок и еще 1 метр под садком. Карпа в садках будет относительно невыгодно выращивать, возможно, из-за его невысокой стоимости, рыночной стоимости. Форель значительно выгоднее, но водоемов с глубиной более 6 метров у нас крайне мало. Хотя есть такие возможности. Можно на водохранилищах на некоторых выращивать. Есть старицы вдоль реки Исиль и реки Тобол. То есть можно устанавливать садки, там небольшие по площади, садковые линии и заниматься товарным выращиванием рыбы. Но это уже будет не УТРХ, а садковое хозяйство. Надеюсь, я ответил на вопрос. Больше нет, да, вопросов? Вопрос, можно ли выращивать сиговых в садках в условиях УТРХ вашего региона. Вообще в мировой практике есть, так скажем, попытки выращивания сиговых в садках. Мы даже самостоятельно пытались, наш институт пытался провести такие работы, но успехом они у нас не увенчались. И считаю, что выращивание сиговых в садках для нашего региона относительно не актуально, потому что можно выращивать и в солоноватых водоемах, где нет ни конкурентов у сиговых. То есть, неся значительно меньшие затраты, можно получать практически ту же самую рыбную продукцию. Вот вопрос. Какие НПА регулируют отношения в области товарного выращивания? Ну, это уже повтор. Просто в прошлом эфире не слышно, видать, было.
Я, в общем-то, уже чуть позже об этом тоже говорил. Значит, это вот правила перевода водоемов, ранее закрепленных в целях промыслового рыболовства. Это правило перезакрепления, это правило закрепления водоемов для нужд аквакультуры уже. Вы знаете, что в правилах проведения конкурса и, значит, есть сейчас норма, которая отдельно, значит, учитывает, значит, баллы по, значит, водоемам, предназначенным или рекомендованным для развития, значит, озерно-товарных рыболовных хозяйств. Вот. Что же касается, значит, правил рыбоводства, есть такой документ, правила рыбоводства. К сожалению, на наш взгляд, они сейчас на сегодняшний день практически ничего не решают, но они требуют своей доработки. Но после того, как ее доработают, я думаю, это будет тоже серьезный документ, который позволит, ну, не на стадии создания, а на стадии функционирования, значит, помочь рыбоводам, вот, значит, это и, значит, регулировать отношения, которые будут появляться в процессе эксплуатации самих водоемов. Вопрос появился. Здравствуйте, а вы можете помочь начать вести свое хозяйство? Виктор Владимирович, ответьте сами. Могу сам ответить. Конечно, специалисты нашей организации с огромным удовольствием после заключения договора о взаимном сотрудничестве могут, так скажем, помочь подобрать водоемы, необходимые для организации ОТРХ. Соответственно, затем, так скажем, принять участие в конкурсе по закреплению рыбохозяйственных водоемов, если эти водоемы еще за вами не закреплены. Ну и, естественно, подготовить биологическое обоснование, разработать весь перечень необходимых подготовительных работ, ну и осуществлять научное сопровождение функционирования вашего озерно-товарного рыболовного хозяйства. Какие значения минерализации воды возможны для выращивания рыб? Виктор Владимирович. Я уже отвечал на этот вопрос. Да. Вообще требуемая минерализация в соответствии с нормативами – это пресная вода до 1 грамма на литр. Но в нашем регионе, в Северном Казахстане, очень часто для товарного выращивания сиговых предпочитают использовать солоноватые водоемы, в которых естественного воспроизводства рыб нету и, соответственно, ихтиофауна там отсутствует. В таких водоемах, получается, для объектов товарного выращивания нет конкурентов по питанию, несколько выше кормовая база, чем в пресном водоеме. Вообще минерализация, самая большая минерализация, при которой, так скажем, успешно осуществлялось выращивание, около 14 грамм на литр. Если кормовая база бедная, как быть? Можно такие мелкие водоемы самим заправлять какими-то объектами. Непонятно слово. Зарыблять объекты? Ну, это, скорее всего, повышать кормовую базу. Здесь два пути. Если водоем глубина водоема позволяет в нем содержать карпа, то можно осуществлять товарное выращивание карпа по интенсивному пути, то есть частично кормление осуществлять.
Для этого оборудуются специальные площадки, там осуществляется кормление. Это для небольших по площади, довольно-таки глубоких водоемов. Ну, а если это большой водоем с бедной кормовой базой, то здесь необходимо разрабатывать биологическое обоснование, если это не будет противоречить экологическому кодексу и всем прочим нормативно-правовым актам Республики Казахстан, то, в принципе, можно будет осуществить акклиматизацию водных беспозвоночных, которые повысят, так скажем, развитие кормовой базы водоема. И уже в дальнейшем смотреть, какой вид рыбы зарублять. Вот вопрос. А что нужно, куда именно обратиться за помощью? У вас есть сайт? Так, ну обратиться за помощью вы можете в любое региональное отделение или в головной институт, расположенный в городе Алмате, если касается нашей организации. Сайт имеется, если память не изменяет, это Fisher PC KZ. Можно просто набрать в поисковике научно-производственный центр рыбного хозяйства и выйдет наша страничка. Там все адреса, все реквизиты, номера телефонов наших сотрудников имеются. Можете обращаться. Больше нет вопросов? Пока не вижу. Ну, здесь вот вопрос общего характера есть. Какие перспективные научно-исследовательские работы рекомендуете планировать на следующую трехлетку? Ну, касательно озерно-товарных рыбоводных хозяйств, конечно, самым перспективным для нашего региона является организация маточных водоемов по сиговым видам рыб. Потому что сложности с посадочным материалом очень большие. То, что производится на территории Республики Казахстан, это на 80% составляет рипус, который обладает относительно низким темпом роста. Хотя тоже за сезон может достигать товарной навески. Желательно организовать маточные водоемы по пеледи, по сигу. И это было бы очень хорошим, так скажем, подталкивающим моментом для развития УТРХ в нашем регионе. Так, еще вопрос, Виктор Владимирович. А много хозяйств вообще занимается выращиванием пеледи? Ну, за весь Казахстан я сказать не могу. Но касательно северного Казахстана, да, Северо-Казахстанской области, ну, таких хозяйств насчитывается, ну, наверное, 3 или 4 хозяйства есть. С общим объемом производства около 300 тонн в год. И эти хозяйства, ну, продолжают свое развитие, закрепляют новые водоемы и увеличивают объемы производства. Еще один вопрос о товарной навеске сиговых. Так, какой вес? Здесь тоже это вопрос, на этот вопрос однозначно ответить нельзя. Все зависит от спроса. Допустим, есть покупатели, которые предпочитают приобретать сиговых средней навеской около 70-75 грамм. Это очень удобно для... Навеска. Нет, ну да, можно сказать, ресторанная навеска. Это удобно для коптильных цехов. По сути дела, здесь можно подвешать рыбку, и она будет коптиться в подвешенном состоянии. Если рыба весит более 75 грамм, то там технология копчения уже немного изменяется, и она становится дороже. Вот. Если
реализация свежемороженой рыбы, то здесь, конечно, необходима навеска уже где-то около 100-120 грамм. В принципе, все. Есть еще вопрос. Казахстан экспортирует сиговые виды рыб? В каком виде? Казахстан экспортирует сиговых рыб, я думаю, примерно около 60% товарного выращивания сиговых в Северо-Казахстанской области поступает в Российскую Федерацию. В основном это идет свежемороженая рыба. Все? Нет? Больше? Больше не вижу. Уважаемые коллеги, уважаемые подписчики, я хочу от имени Северного филиала научно-производственного центра поблагодарить вас за участие в сегодняшней онлайн-консультации и призвать вас к тому, чтобы пользователи Северного Казахстана воспользовались вот этой возможностью, которая сейчас представилась по переводу водоемов, значит, которые были ранее закреплены в большом количестве для промыслового рыболовства, значит, начать процедуру перевода их в разряд озерно-товарных. Это весьма и весьма перспективное направление, которое, значит, в нынешней ситуации правительством Казахстана будет активно поддерживаться. В этой связи, значит, вот, наш филиал вместе с опорными пунктами в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях готов оказать максимум поддержки для того, чтобы разработать необходимую документацию, биологическое обоснование, которые лягут в основу, значит, для принятия управленческих решений местными исполнительными органами по переводу водоемов в разряд озерно-товарных. Спасибо за внимание. Хочу поблагодарить коллег, подписчиков за внимание к нашей консультации. Если на какие-то вопросы мы не ответили или вы не успели их задать во время прямого эфира, вы можете их оставить в комментариях к данному видео. Видео будет сохранено на Инстаграм-канале. Всем спасибо. До свидания. Завершаем. До свидания.